В городе Покровске Хангаласского улуса открыли памятник генералу Андрею Притузову. Сын бедного крестьянина, он стал первым якутянином, удостоенным звания гвардии генерал-майора. Дивизия под начальством Притузова прошла с боями всю Южную Украину, Молдавию, Болгарию, Венгрию, Австрию. Андрей Притузов был удостоен ордена Ленина, Богдана Хмельницкого, 3-го ордена Боевого Красного Знамени, ордена Красной Звезды. О первом якутском генерал-майоре расскажет Виолетта Засимова. Будущий генерал Андрей Притузов родился 30 декабря в 1895 году в селе Покровское Якутской области в семье потомственных ямщиков. Начинал свой жизненный путь с должности учителя в Тюнгулюнском двухклассном народном училище. В 1915 году Андрея Ивановича призвали в армию. С того времени началась его блестящая военная карьера. Он прошел Первую и Вторую мировые войны, был участником февральской революции 1917 года, имел дружбу с Серго Орджоникидзе и всегда оставался горячим патриотом Якутии. 70 лет Победы мы отмечаем в Хангаласском улусе первого генерала Республики Саха-Якутии, первого боевого генерала Республики Саха-Якутии. На форумах много говорят, ну сколько генералов? 10, 12 человек. Но Андрей Иванович останется все равно первым генералом Якутии и первым боевым генералом республики. 1 июня 1945 года постановлением Совета министров СССР Андрею Притузову присваивается воинское звание генерал-майор. Андрей Иванович первым из Якутии удостоился такого высокого звания. Памятный бюст прославленному военачальнику был изготовлен в городе Смоленске известным скульптором Афанасием Романовым. Андрей Иванович – это личность такая неординарная. Обычно вот у скульпторов бывает такое: делаешь бюст иногда долго, потому что он почему-то не получается, сходство там, еще что-то. Характер у человека бывает, видимо, сложным. Ну, так говорится у нас, у скульпторов. А Андрей Иванович, он, в принципе, как я начал, то он, можно сказать, и сразу и закончился. Потому что у него, видимо, такой четкий, ясный характер был. Последние годы жизни Андрей Иванович провел в столице нашей Родины. Якутяне были частыми гостями в московской квартире или на даче у четы Притузовых. В мирное время не раз приезжал в Якутию навестить родных, встретиться с молодежью и друзьями юности. Бравый генерал скончался 4 июня 1977 года в Москве на 84-м году жизни. Урна с его прахом, согласно завещанию, была захоронена в родном Покровске, где сейчас над рекой Лена возвышается памятный бюст. Виолетта Засимова, Александр Юрков, НВК Саха, Хангаласский улус.